И снова о пенсии и пенсионерах. Второе чтение законопроекта о пенсионных изменениях в Госдуме пройдет в конце сентября. Если отсрочка заслуженного отдыха состоится, это позволит повысить пенсии нынешним пенсионерам. Это обстоятельство радует многих. Работники предпенсионного возраста трудятся практически во всех сферах деятельности. На своем рабочем месте они более чем востребованы и готовы делиться накопленным годами опытом. Репортаж Жаридат Халухоевой. Все время в бумагах и работе в этом маленьком кабинете Хазыр Зангиев вот уже 13 лет решает важные вопросы. Контроль охраны и использования земель сельскохозяйственного назначения. Начальник отдела земельного надзора управления Россельхознадзора Ингушетии начинает свой день с распределения обязанностей между сотрудниками. По плановым проверкам, по неплановым проверкам, посмотреть все свои предписания. Закончились сроки исполнения предписаний. Свою трудовую деятельность Хазыр начал в 1981 году. Был ведущим инспектором по подготовке и качеству сельскохозяйственных продуктов. Работал агрономом, бригадиром в колхозе Красной Армии. Весь его труд так или иначе был связан с землей. Занимался в основном документами до тех пор, пока ему не захотелось показать свои умения на практике. Он начал развивать свое крестьянско-фермерское хозяйство. А с самого первого дня создания регионального Россельхознадзора работает в управлении. Куда бы я ни попал, меня всегда вело на коллективы, на людей. В основном 99% людей меня устраивало, я с ними всегда работал хорошо. И, в общем, мне нравилось с этими людьми, сказать, что эти коллективы работают. Основной коллектив, где я работал, это 8 для сельхозуправления, 9 лет в хозяйстве. И здесь с последним 14 год уже здесь работаю. Любовь к земле – еще одна причина не уходить на пенсию. Своему делу без привлечения отдал половину жизни. Его целеустремленность и активность – пример подчиненным. Как не сбавлять темп и показывать высокие результаты. Он мой первый учитель. С ним я начал работать, и он научился ему. Как руководитель, начальник отдела. Очень грамотный специалист своего дела. И многих он обучил и пошли дальше у нас. Таких руководителей сейчас мало. Руководители, я имею в виду, которые профессионалы в своей работе, требовательны, справедливо требовательны, добросовестно относящиеся к этой работе, ответственные. И руководитель, у которого есть чему поучиться, понимаете. Вот, сегодня по нашей профессии постоянно познание, все меняется, все меняется, все меняется. И где-то есть поучиться, есть посоветовать, получить совет добрый, получить правильное направление молодому. Впрочем, наравне с начальством результаты в работе показывают и другие сотрудники управления. Багаудин Ильев, хоть и называет себя молодым, но тоже уже подходит к красной цифре пенсионного возраста. В этом году он отметит свой 60-летний юбилей. Начав трудовую деятельность 30 лет назад, тоже сменил не одно сельхознаправление. На вопрос, почему именно сельское хозяйство, отвечает, отшучиваясь: как вышел из села, так туда и вернулся. Я, как и каждый, наверное, 80% ингушских детей, наверное, вырос в сельском селе, где там не только, там, наверное, уже как ходить начинаются уже сельскохозяйственные такие навыки, приучиваются к детям. О предстоящей пенсии инспектор даже не думает. У него есть желание и силы работать дальше. Интерес к профессии является источником энергии. Говорит, что это как и спорт, который, несмотря на свой возраст и занятость, мужчина никогда не бросит. Возраст никакой роли сейчас мне не играет. Я его не ощущаю даже. Тем более с этими ребятами, слушай, нам стыдно даже его ощущать. Они бодрят нас, поддерживают, слушай, исполняют. А наше дело, как говорят, грамотно и красиво это дело вести, работу вести, решать проблемы, возникающие в ходе процесса. В любом случае бывает всегда проблемы. И вести нашу работу как-то в положительном русле. Опыт, принципиальность, умелый подход к делу, золотые качества, накопленные годами. Это стало одной из причин увеличения пенсионного возраста, как и внесение Владимиром Путиным в законопроект 10 смягчающих поправок. Согласно им, уже к 2019 году индексация пенсий составит 7%. Для неработающих пенсионеров в ближайшие 6 лет ежегодная пенсия будет увеличиваться на 1000 рублей. Также глава государства предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин, установить льготы для многодетных матерей и защитить права граждан пожилого возраста на рынке труда. Жаридат Халухоева, Рахман Цуров, Новости 24.